Поход в магазин сегодня для многих превращается в настоящее испытание, ведь соблазнов много, кошелек пуст. В ценнике каждый теперь всматривается все внимательнее, взвешивает в уме, как бы и здесь сэкономить. Россияне сегодня привыкают к новым цифрам. В период с августа по декабрь прошлого года все группы товаров подорожали в среднем на 30, а то и 50%. После Нового года рост продолжился. Бешеная наценка объяснима. Цены взлетели еще на этапе закупки. У фермеров, например, растут транспортные расходы, а кто-то сидит и подсчитывает прибыль. Куры подорожали. Мясо подорожало. Все прям удивлены этим ценам. Как будем питаться, что будут делать, люди не знают. Однако сегодня эксперты утверждают, все не так плохо, как может показаться на первый взгляд. Сегодня цены потихоньку, но падают. Созданный по поручению председателя правительства страны в каждом субъекте оперативный штаб мониторит динамику цен. В 135 торговых объектах республики ежедневно производится контрольная закупка 40 социально значимых групп товаров. Среди них говядина, куры, рыба мороженое, масло сливочное, молоко, картофель, капуста, лук, морковь и яблоки. В Министерстве экономического и территориального развития и торговли приводят сухую статистику. Период с 9 по 16 февраля. Есть тенденция к стабилизации рынка, стабилизации цен на рынке, и есть в среднем на 1,8% понижение. В то же время понизились цены на такие изделия, как колбасы варено-копченые на 4,7%, рыба соленая на 4,2%, яблоки на 8,4%, чай на 2,4%. По словам экспертов, чеченский рынок сегодня защищен от монопольного сговора. В основном он представлен мелкими индивидуальными предпринимателями. Такое уже было несколько лет назад. И вот сейчас наступаем на те же грабли. А ведь все не в первый раз. Тогда, как и сегодня, покупатели, мягко говоря, смущали заоблачные цены. Не заработать на этой истерике было бы просто глупо. Однако государство лишь разводит руками. На цены не могут повлиять лишь штрафами. Государственный комитет цен и тарифов Чеченской Республики отвечает только за сферу государственного регулирования цен и тарифов. Продукты питания на сегодняшний день не подлежат государственному регулированию, и цены там складываются путем взаимодействия спроса и предложения на данные товары. И, соответственно, эффективных мер воздействия комитет в данной сфере не может никак реагировать. Однако лишние траты – результат не только завышенных цен, но и невнимательности граждан. Ведь порой ценник на полке – это формальность. На кассе многие и узнают, сколько стоит их безалаберность. Это обстоятельство отдельными недобросовестными продавцами используется для обмана покупателей относительно стоимости товара. В этой связи по таким фактам прокуратурой в настоящее время возбуждено целый ряд административных дел. Последние новости с продуктового фронта таковы. Лидером по скачку цен стали бананы, рост составил 8%. За ними, как это ни странно, следует и говядина с сахаром. В пятерке лидеров также сыры и капуста. Сейчас сфера торговли в ожидании. Когда будет новое повышение цен, не знает никто. Покупатели с опаской смотрят в будущее. Заметен и спад покупательской способности. Ведь люди стали экономить на себе. Левтина Банадыкова, Султан Умаров и Абубакар Абазов. Новости.